Привет всем! Мой посох селфи – дальний путь за новыми снимками. Отрываемся от горячего уфимского асфальта и отправляемся в путь. Далекий, вкусный и невероятно увлекательный кумысный путь по Тополи. Мы узнаем, какая порода лошадей дает лучшее молоко, от чего зависит вкус кумыса, сами изготовим самый настоящий кумыс. Пройдем по следам Толстого и Чехова. Погуляем на празднике Сабантуй, где кумыс – главное угощение. Откуда берется кумыс? Вот, от этих лошадей. Точнее, кобылиц. О, хороший кадр. А, нет, вот это кадр. Конь для башкир и друг, и кормилец. Тысячные табуны паслись на этих степях. Башкирские лошади мелкие, но костистые и широкотелые. Голова у этих лошадей большая, шея мясистая, спина широкая. Поясница длинная, прочная, хорошо идет под седло. И самое главное в нашем случае, она дает много молока. Поэтому в Башкортостане многие кумысные фермы держат лошадей башкирской породы. И вот, пожалуйста, цифры в пользу башкирской породы. Вкус и качество кумыса зависит от того, какую траву ест лошадь. Кумыс полезен и приятен в тех краях, где лошадь питается ковылью. Лошадь наделена удивительным характером. Это умное, чистоплотное животное. Лошадь аккуратно отделяет траву от сорняков. Она никогда не станет есть испорченный корм, пить плохую воду. Представьте себе, у кочевников было принято купать новорожденного ребенка в воде, которую отпила лошадь. Значит, на реке Дема вода чистая, можно освежиться. Еще в позапрошлом веке медики многих стран заинтересовались этим чудодейственным напитком. Чтобы перенять опыт кумысоделия, из Башкирии в Англию увезли небольшой табун башкирских лошадей. Но настоящего кумыса англичане так и не получили. Хотя все делали так, как положено, с английской дотошностью. Тогда стало понятно, что лечебная сила кумыса зависит не только от того, как его приготовить, но и от травы, которой питаются кобылицы, от воды, которую они пьют, от воздуха, которым они дышат. Все это, конечно, вывести невозможно. Наш кумысный путь продолжается. Мы добрались до конной фермы. Здесь полный порядок. Лошади выстроились на дойку. Соблюдается строгий порядок. Старшие проходят первыми, а тех, кто лезет без очереди, кусают и прогоняют. Друзья, я попробую совершить невероятное – подоить кобылу. Да-да, подоить. А поможет мне в этом суперсложном деле Гульназ Апай. Перед доением к маме кобылицы подводят жеребенка, чтобы она почувствовала запах своего малыша. Только в таком случае кобылицы дают обильное молоко. Не бойся. Если ты боишься, я не боятся. Держи ведро, а я помогу пока. Двумя пальчиками только. Вот так. Опять мимо. Под каким углом тянуть, Ну, чтобы попасть в ведро? Держишь, и ведро прям, что попало. Давай. Так, что-то не получается. Получается. Вот, давай потихоньку. Получается. Так, Она сейчас сама течет. Общий период молочной продуктивности 7 месяцев. За это время кобылы дают до 6000 литров молока, в сутки до 25 литров. Но из этого объема следует вычесть молочко для жеребенка. Сильнее. Пугни еще.
У кочевых народов лошадей доили мужчины. Теперь же занимаются в основном женщины. Труд нелегкий, честное слово. Повторять доение нужно каждые 2-3 часа. Целый день с восхода солнца до заката. Будем считать, что кобылиц я уже подоил. Ну, почти. Теперь можно идти готовить кумыс. Вот так необычно Саня Апай готовит катку для взбивания кумыса. В прошлом кумыс взбивали и держали в кожаной посуде. Потом уже в деревянных катках, дубовых или липовых. Чистую высушенную катку мы коптим. Бишкек-мешалку тоже. Делаем это для дезинфекции и чтобы придать кумысу тонкий вкус дымка. На протяжении многих веков люди из уст в уста передавали рецепты и тонкости кумысного производства. В каждой семье, где делали кумыс, были свои секреты и способы приготовления. Поэтому приготовленный в разных местах напиток имеет разный вкус. Наливаем молоко и в эту катку. Сейчас начинаем вымешивать бишкеком. Вот так. Видишь, молоко начало подниматься, пениться. Не останавливаемся, мешаем до пузырьков. А вы считаете удар? Нет, не считаем. Мы уже чувствуем, сколько надо. А так примерно 500 раз. 500 раз? Это же очень много. Вымешиваем кумыс час-два, оставляем на ночь бродить. Готовый кумыс наливаем в бутылки и выставляем на продажу. 496, 497, 498. Лучшего фитнеса не найти. 499, 500. Фух. Больше не могу. Поищем более легкий путь. Мы в цеху по производству кумыса. Все делает автомат. Да уж, техника друг человека. После 500 ударов бишкеком я готов расцеловать этот автомат. Сейчас на современных фабриках по производству кумыса используются новейшие технологии. Разработана целая система сбора и хранения кобыльего молока. Вначале в ванну добавляем закваску, то есть крепкий кумыс. После первой дойки к закваске мы добавляем свежее кобылье молоко и оставляем вымешивать в течение часа. Созревший кумыс отправляют на разлив. После того, как разлили по бутылкам, кумыс в течение часа выдерживают при комнатной температуре, а затем помещают в холодильную камеру. И тут они хранятся при температуре плюс 2, плюс 4 градуса. В России ежегодно производят около 4 миллионов тонн кумыса. Лидером по производству является Республика Башкортостан. Всего кумысоделием занимается в 40 районах республики. Передовиками являются Атилиловский, Белебеевский и Учелинский районы. Кумыс готов. Можно насладиться его приятным вкусом и, конечно же, сделать селфи. Кумысный путь привел нас туда, где целительные свойства кумыса не подвергаются сомнению, так как они доказаны научно. Но качество напитка здесь дотошно проверяется. Сейчас мы узнаем, из каких чудесных веществ состоит кумыс, что за волшебные клетки делают его таким целебным. Сейчас Алина сделает отбор кумыса, поместит его в колбу. Мы должны разложить кумыс на мелкие-мелкие частицы. Ну и, конечно, все процессы должны происходить у нас под вытяжкой. Безопасность прежде всего. А что это за графики? Это не графики, это хроматограммы.
а они поступают из прибора хроматографа. Хроматограф нам показывает, сколько же содержится того или иного вещества в кумысе. Кумыс легко усваивается организмом, насыщает его полезными веществами, повышает иммунитет. В нем нет консервантов. Кумыс – настоящий супермен среди кисломолочных продуктов. Не зная усталости, он следит за состоянием желудочно-кишечного тракта. Наводя порядок в желудочно-кишечном тракте, кумыс ведет себя очень корректно. Он легко и естественно входит на территорию истощенной микрофлоры кишечника и нормализует обстановку. Его цель благородна – подавление опасных для человека микробов. Первое упоминание о кумысе встречается у древнегреческого историка и путешественника Геродота, жившего еще в V веке до нашей эры. Геродот писал, что скифы сбивают кобылье молоко в глубоких деревянных катках. Кочевники тщательно хранили секрет изготовления кумыса. Тех, кто разглашал эту тайну, ослепляли. В башкирские края на кумыс приезжал великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Его любимым местом отдыха была лесистая гора с крутым спуском. Вы не поверите, в этой беседке отдыхал сам Чехов. И приезжал Антон Павлович на кумыс, а посоветовал ему Толстой. Да-да, Лев Николаевич обожал башкирские степи и кумыс. Санаторий, куда приехали Чеховы, был расположен в красивом дубовом лесу. Санаторий состоял из одноэтажного деревянного здания столовой, которая одновременно была и гостиной. Здесь же находилась и библиотека. В одном из маленьких домиков кабин и поселился Антон Павлович с Ольгой Леонардовной. Вот в этом домике и жил Антон Павлович во время лечения кумыса. В настоящее время это детский оздоровительный лагерь, где летом отдыхают дети со всего Башкортостана. Поправить свое здоровье на кумыс приезжал Лев Николаевич Толстой. Его дружба с башкирами продолжалась более 20 лет. Здоровье мое хорошо. Боюсь сказать, но кажется мне, что я поправился и потолстел. Нервы мои окрепли, наверное. В кумыс я только что впился. Пью его с большим удовольствием, чем прежде. Кумыс – удивительный напиток. Здесь было человек 10 больных разнородных, и все положительно поправились. Какая богатая история! Какие громкие имена говорили с восхищением о кумысе! Кумыс приготовить непросто, а еще сложнее сохранить. Кумыс невозможно везти долго в трясущемся транспорте на дальние расстояния. Ну а мой путь недалек. Мы отправляемся на самый главный праздник башкирского народа – Сабантуй. Эх, камаза, камазала, камазала, ниета, кугельдарды, елькендеры, перватала, ниета. Сабантуй – это народный праздник башкир, посвященный окончанию весенних полевых работ. Торжество длится целый день. Народу просто тьма. Кумыс – самое главное угощение на самом крутом празднике Сабантуй – праздник плуга. Здесь расположились юрты. В юртах можно попробовать традиционные угощения. Кумыс надо пить с деревянной пиалы. Так вкуснее. Мне кажется, все башкирские праздники имеют вкус кумыса. Конные соревнования – гвоздь программы Сабантуя. На Сабантуе, кажется, только лошади не пьют кумыс. Идем дальше и видим забавное соревнование. Надо залезть на стол и достать приз. Какой-то смельчак уже пробует. Батыри утоляют жажду кумысом.
Увлекшись сабантуем, чуть не сошел с кумысного пути. Извините. Вкус кумыса – это и есть вкус праздника. Странно получается. Мы дружно киваем. Да-да, кумыс полезный. Но продолжаем пить колу да фанту. Может, прекратим травиться? Может, последуем примеру Льва Николаевича и Антона Павловича? Для них 100 лет назад путь до кумысных степей был, как сейчас для нас, до Австралии. Ну вот и все. Мой селфи-посох не подвел. Снимки клевые. Кумысный путь завершен. Но завершается только в офлайн. А в онлайн все только начинается. Жду ваших лайков. Пока!